На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. 21 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указы о главе администрации города Сухум. Указы были подписаны в соответствии с законом Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. Согласно указам президента, от занимаемой должности главы администрации города Сухум был освобожден Адгур Харазия и назначен исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварча. Об этом сообщает пресс-служба президента. Кварча Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в Ткварчале. Окончил среднюю школу номер 10 города Сухум. Поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности правоведения. С 2007 года по 2011 год депутат Сухумского городского собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 года по 2017 год депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, награжден медалью за отвагу, женат, отец 3 детей. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с рабочей группой из числа предпринимателей Абхазии для обсуждения участия абхазской делегации в Донецком международном инвестиционном форуме. Во встрече приняли участие руководители и представители Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Министерства экономики, Министерства туризма, Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. В ходе встречи рассматривались вопросы реализации приоритетных проектов в сфере развития торговых отношений двух стран. Глава правительства отметил, что инвестфорум в Донецке – это хорошая площадка не только для плодотворной экспертной дискуссии, но и для представления потенциала абхазских производителей, предпринимателей и государственных ведомств, реализующих услуги в сфере туризма. Донецкий международный инвестиционный форум впервые пройдет 29-30 октября 2019 года. Его посетят около 1000 предпринимателей Донбасса, Южной Осетии, Сирии, России, США, Абхазии и других стран. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Республики Абхазия. Борьба с коричнево-мраморным клопом в республике продолжается. Минсельхоз Абхазии будет снова принимать у населения Абхазии мраморного клопа по цене 1000 рублей за 1 килограмм. На механический сбор клопов по поручению президента Рауля Хаджимба за 2019 год из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей. Репортаж Алики Трапш. Проблема распространения коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. Однако больше всего вредитель нанес ущерб сельхозугодиям восточных районов Абхазии. В борьбе с клопом используются два метода – обработка мест скопления вредителя ядохимикатами, механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки, а также ручной сбор. С наступлением холодов клопы отправляются в спячку и ищут наиболее удобные места для зимовки – нежилые помещения домов, подвалы, сараи, чердаки и другие постройки. И тогда наступает самое благоприятное время для борьбы с насекомыми. Пока они еще активные, где-то дней через 20 мы будем их собирать, значит, и уничтожать. В этом году не было очень много, существенно меньше, чем в прошлом году, но они все-таки есть. Помогают, значит, районные власти, дают лекарства, вот опрыскиваем. Чем больше лекарств дадут, тем больше будем опрыскивать. Для борьбы с насекомыми-вредителями сельчане устанавливают на чердаках, в сараях так называемые фальш-зимовки. Картонные коробки, наполненные бумагой, газетой. Клопы любят такие конструкции и забираются туда для зимовки. Впоследствии они будут сожжены. Вот они ползут, вот ползут. Есть там немножко, наверное, внутри, не знаю. Ну, поздно поставил. Были они там, потом они исчезли. Наверное, что-то не понравилось им. Но есть в коробках. Очень эффективно.
За 2018 год и первый квартал 2019 года по всей Абхазии механическим путем было собрано и уничтожено более 8 тысяч килограммов мраморного клопа, а путем химической обработки более 25 тысяч килограммов. С 1 ноября и до конца текущего года будет осуществляться механический ручной сбор клопов. Министерство сельского хозяйства Абхазии будет принимать у населения клопов по цене 1000 рублей за килограмм. По поручению президента Рауля Хаджимба за 2019 год из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор клопов. С 1 января по 30 апреля это по программе мероприятий, направленных на уничтожение мраморного клопа, было уничтожено около 3000 килограмм коричневого мраморного клопа. Остаток денег, который остался в размере 4 миллионов рублей, мы будем использовать. Сегодня мы подписали документы, которые направлены в Министерство финансов. Эти деньги поступят, у нас поэтапно идет 500 тысяч рублей. У нас постоянно действующая комиссия, куда входят специалисты Министерства внутренних дел Республики Абхазия, специалисты сельхозуправления районов и города Сухум, наши специалисты центрального аппарата. Все это актируется, акты направляются в Министерство финансов Республики Абхазия. Помимо этого, в рамках подписанного соглашения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 3 октября абхазской стороне будет выделено 133 миллиона 60 тысяч рублей на обеспечение фитосанитарного благополучия республики. Более 15 миллионов рублей будет отпущено на приобретение инсектицидов. Это составит около 11 400 литров. Остальная сумма денег, они будут направлены на закуп феромонных ловушек и диспенсеров. Это что такое? На 33 тысячах гектаров мы должны установить вот эти ловушки. А вот они производятся на территории Российской Федерации, как нам известно. Сейчас мы ожидаем специалистов в ближайшие дни. Вот, эти деньги поступают на расчетный счет бюджета Республики Абхазия. В борьбе с коричневым мраморным клопом помощь оказывают и международные организации. Они раздают населению информационные буклеты с описанием методов борьбы с вредителями. Благодаря гуманитарной помощи движения международной организации «Движение против голода» мы раздали населению, что очень сильно помогло, 1500 штук вот плакатов вот таких, где конкретно написано, как нужно бороться с мраморным клопом. А в этом году роздано 150 штук для крестьян, у которых ореховые сады, вот орешники, комплекс, вот написано здесь комплексная борьба с вредителями ореха фундука. Вот что это очень много помогло нашим крестьянам. Для борьбы с мраморным клопом во всех районах страны созданы специальные пункты, которые ведут необходимую работу, чтобы минимизировать численность насекомых-вредителей. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 21 октября 2009 года указом второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапши была создана Государственная миграционная служба Республики Абхазия. Сегодня премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил коллектив Государственной миграционной службы Республики Абхазия с десятилетием со дня образования ведомства. На протяжении 10 лет миграционная служба осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, активно и плодотворно применяя на практике знания и мастерство и опыт. Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно справляться с возложенными задачами, обеспечивая порядок и сохраняя стабильную миграционную ситуацию, занимая особое место в социально-экономическом развитии, укрепляя авторитет и социальную значимость своего труда. Желаю всему коллективу миграционной службы здоровья, счастья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия и оптимизма, дальнейших успехов профессиональной деятельности, отметил Валерий Бганба. В минувшее воскресенье на стадионе «Динамо» прошел фестиваль «Хибла Герзма приглашает». Послушайте народную артистку Абхазии и России, а также приглашенных именитых звезд пришли несколько тысяч зрителей. Грандиозное шоу «Хибла Герзма» не оставило равнодушным никого. О концерте, а главное эмоциях, которые он подарил людям, расскажет Амелия Бисмарк.
Через несколько секунд откроется знаменитый фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Стадион заполнен зрителями. Люди с нетерпением ждут, когда оперная дива выйдет на сцену. Мы очень любим Хиблу и всегда ездим по ее концертам вместе с ней, когда она приезжает к нам. Хибла приглашает, и мы очень рады, что она снова с нами. Я действительно вживую не попадала, так как я была в Москве. И сегодня вот такая возможность предоставилась, и я с удовольствием пришла. И я надеюсь, что я уйду еще более счастливее, чем сейчас. Каждое появление оперной певицы у себя на родине подобно настоящей феерии. А фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» – это всегда сверхожидаемое событие для всей Абхазии. В этом году музыкальное мероприятие решили провести на столичном стадионе «Динамо». Даже большой зал консерватории в Москве слегка теряется перед размерами такой аудитории, такого пространства. Они как раз под стать масштабу наших титульных солистов сегодня. На 17-м международном фестивале «Хибла Герзмава приглашает» для абхазских зрителей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского, Академический большой хор мастера хорового пения под руководством Льва Конторовича, российский оперный певец, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков и, конечно, сама Хибла Герзмава, словно утонченный проводник для своего народа в мир классической музыки. Среди зрителей поклонники творчества Хиблы Герзмава, к которым без преувеличения можно причислить практически всех жителей Абхазии. В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперы, такие как ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», ария графа де Сильвы из оперы «Эрнани», куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» и другие произведения мировой классики. Восторг у зрителей вызвал выход на сцену Ильдара Абдразакова. Place jour de fête, le cirque plat du Ottawa. Un spectateur perdant la tête, un spectateur s'interpelle au grand fracas. В перерыве между выступлениями оперных звезд на сцену вышла юная балерина Кристина Чкотова. Кристина – первая девочка из Абхазии, которая сегодня обучается в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге. Атмосфера праздничного чуда окутала пространство вокруг того места, где происходило главное действо фестивального вечера. Зрители с упоением ловили каждую мелодию и старались подпевать выступающим. Абхазская народная песня о ранении в исполнении хора под управлением Конторовича не оставила равнодушными сотни сердец на трибуне. В продолжение заданной темы петь на родном языке продолжила и сама Хибла Герзмава.
«Абхазия моя» послышалась со сцены, и публика подхватила песню, в которой заключено признание в любви к родине. Бесконечные овации — так зрители провожали всеми любимую Хиблу Герзмава. Я хотела сказать спасибо моей земле и моим родителям за то, что они дали мне жизнь здесь, в этой стране. Спасибо. За кулисами народную артистку Абхазии и России встретил президент республики. Рауль Хажинба поблагодарил Хиблу Герзмава и ее коллег за огромную работу, которую они ежегодно проводят в рамках фестиваля. Я поздравляю всех снова с фестивалем. Это счастье, что наш президент всегда поддерживает и будет поддерживать наш фестиваль. Это действительно очень важно для республики. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я очень счастлива, что вы были сегодня в нашем партере стадионном. Так что вот. Спасибо. Успехов вам. Спасибо огромное. И самое главное, что наш фестиваль, я еще раз хочу заметить, растет и расправляет крылья. Накануне фестиваля президент принял Хиблу Герзмава. Оперная дива поздравила Рауля Хаджинба с переизбранием на должность главы государства. Огромного здоровья первым долгом, очень важных и преданных людей рядом. Дай Бог, чтобы у вас команда была еще сильнее. И дай Бог, чтобы у вас получилось все. Все ваши задумки, все, что вы хотели бы сделать в нашей прекрасной стране. Я желаю вам, чтобы у вас получилось процветание нашей Абхазии. И мы вас очень любим. Мы с нашим фестивалем отдельно, с нашей стороны музыкальной, мы вас всегда очень поддерживаем. И я желаю вам всяческих благ, правда. И я очень счастлива снова быть вот на 17-м фестивале здесь. Мы завтра будем служить очень трудный концерт, очень важный концерт, потому как у нас такая новая площадка. И мы впервые, так немного пощупав с музыкальной точки зрения наш стадион «Динамо», мы надеемся, что наша открытая площадка понравится нашей стране. Что касается публики, то Сухум в прямом смысле не хотел расходиться по домам. Одушевленные, веселые и растроганные. В этот вечер люди не сдерживали эмоций. Мы очень гордимся, что она наша однокурсница, что мы вместе когда-то учились в Сухумском музыкальном училище, и каждый ее приезд в Абхазию мы с трепетом ждем. Каждый год фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Это культурные события для каждого. Соприкосновение с мировой культурой, с сокровищницей, с великими произведениями, с великими голосами. Все, что вот я чувствую в данный момент, очень сложно собрать в слова. Потому что, на самом деле Хибла она чувствуется, как она нас любит, и она умеет это выразить. Большое спасибо Хибле, всем тем, кто имеет отношение к этому концерту. Огромное спасибо. Я благодарна, что она делает такую огромную работу. Это неоценимый труд. Я знаю сама, так как сама занималась музыкой. Я знаю все эти произведения. Я напевала, подпевала. Дай Бог, чтобы наша молодежь верила в себя, что все возможно, и чтобы брали с нее пример. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает всегда очень душевное событие. Это тот самый момент, когда музыкальное послание из самого сердца исполнителя с трепетом и благодарностью воспринимается публикой. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. 21 октября исполнилось бы 60 лет герою Абхазии Степану Зантария. В этот день в селе Тамыш сотрудники Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба и родственники героя Абхазии посетили его могилу и возложили цветы. Репортаж Саида Джарсали. В селе Тамыш Чамчирского района в семье Самсона Зантария и Венеры Ласурия воспитывались два сына – Степан и Семен, которым с детства родители прививали любовь к родине.
Еще с юношества братья Зантария были примером для своих сверстников. В конце 80-х, в пик национально-освободительного движения абхазского народа, братья Зантария были активными участниками событий. В начале Отечественной войны народа Абхазии Степан и Семен Зантария встали на защиту своей родины. 3 октября 1992 года на возвышенности Ануа-Арху погибает в бою Степан Зантария. До того, как снайперская пуля оборвала жизнь бойца, он успевает взорвать 2 вражеских БРДМ. Позже Степану Зантария было присвоено высокое звание Героя Абхазии посмертно. 21 декабря, в день рождения Героя Абхазии, сотрудники Государственного музея боевой славы имени Ардзенба и родственники погибшего посетили могилу героя и возложили цветы. Друзья и родственники вспоминают Степана Зантария как книголюба, интеллигентного и мужественного человека, храбрость которого всегда останется в истории Отечественной войны народа Абхазии. Перед тем, как началась Отечественная война народа Абхазии, Степан был среди тех, кто входил в группу, была известная группа Катран, которую руководил герой Республики Абхазия, потом Владимир Анцупов. Степан входил в эту группу. Когда начались боевые действия, он вместе со своими сверстниками, вместе со своими односельчанами встал на защиту вот этих рубежей. И по рассказу, я здесь воевал на другом фронте, по рассказу его сослуживцев, по рассказу его товарища, он отличался особой храбростью, мужеством, отвагой. Мы все потеряли замечательного человека, патриота, человека, который бы очень многое сделал бы еще для своей родины. В 2001 году во время конфликта в Кудорском ущелье, храбро защищая свою родину, погибает брат Степана Зантария, кавалер ордена Леона Семен Зантария. Братья Степан и Семен, как и их однофамильцы Даур, Аслан и Астан Зантария, ценой своих жизней внесли большой вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба Николай Медвенский отметил, что сотрудники музея и в дальнейшем будут посещать могилы героев Абхазии и других выдающихся личностей. Идея эта возникла еще в конце прошлого года при формировании годового плана мероприятий на 2019, то есть текущий год. Конечно же, в плане посещения у нас могилы было героя Абхазии Степана Самсоновича Зантария, который героически погиб. Мы знаем, что в этот день ему исполнилось бы 60 лет. К сожалению, он не дожил до этой даты, до этого времени. Но инициатива принадлежала Государственному музею боевой славы. И лично, также герою Абхазии, ветерана нашей войны и директору музея Чичковни-Бея. Степан Зантария был отцом 2 сыновей, Арсоа и Баграта, которые погибли при трагических обстоятельствах. У Баграта остались дети, в которых и находит утешение мама Степана и Семена Зантария Венера Ласурия. Саид Жарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Абхазии планируются съемки комедийного сериала. В минувшие выходные автор идеи режиссер Джано Цурцуми провел кастинг среди претендентов, подавших заявки на участие в кино. Из 80 претендентов будут отобраны 11 человек. На кастинге была и наш корреспондент Эсма Гуланце. Желающих попробовать свои силы в кино оказалось немало. На объявление режиссера Джано Цурцуми откликнулось более 250 человек. Все претенденты отослали свои фотографии и личные данные. Те, кто подошел по возрасту и соответствовал необходимым типажам, были приглашены на кастинг. По словам Джано Цурцуми, подать заявку могли все желающие, как профессиональные актеры, так и любители. Режиссер при выборе будущих актеров сериала больше внимания обращал на харизматичность. Я работаю в детском саду, и часто по работе мне приходится выполнять какие-либо роли. Ну, так как я играть очень сильно люблю, я вживаюсь в роли, и мне это очень нравится. Я как-то случайно увидела в Инстаграме объявление у Джано Цурцуми, у режиссера нашего, объявление, то, что будет проходить кастинг. Долго не думая, я отправила свои фото, свои видео, свою биографию. Принимал участие, были определенные дипломные работы ребят, и приходилось принять участие. И когда объявили о, так скажем, первом сериале о нашем абхазском, мне стало очень интересно, и
Дожил до прослушивания. Дальше посмотрим. Сегодня на наших глазах, возможно, рождаются новые звезды абхазского кино. Давайте мы с вами заглянем внутрь и рассмотрим подробнее весь процесс кинопроб. Сценарий к сериалу пишет молодой абхазский сценарист Занда Какалия. Сначала режиссер и сценарист беседовали с участниками. Вопросы задавали самые разные – об образовании, увлечениях, профессиональной деятельности и любимых киноперсонажах. Затем участники должны были выполнить главное задание – сыграть небольшую сцену из фильма. Вот тут ребятам пришлось постараться. Кто-то сумел сразу вжиться в роль, кого-то подвело стеснение. По словам режиссера, это комедийный сериал, а точнее синтез драмы и комедии. Состоять сериал будет из 8 серий. Что ты делаешь? Я расследую, кто потратил всю бумагу в кофейне. Отойди от моего стола. Я вообще им не пользуюсь. По словам режиссера, это комедийный сериал, а точнее синтез драмы и комедии. Состоять сериал будет из 10 серий. Сериал это будет по формату, это ситуационная комедия. Она за основу свою держит, так скажем, борьбу двух информационных агентств. Но это основная такая линия, но сам юмор и сюжет будет основан на самих героях. То есть 60% сериала, грубо говоря, будет это об взаимоотношениях этих героев в этом информационном агентстве как на рабочей площадке. 20%, грубо говоря, это какие-то рабочие моменты именно касаемо новостей и так далее, которые пишет это информационное агентство. И еще 20% это их личная жизнь, какая-то их драма, приключения и так далее, которые связаны непосредственно с этим персонажем. Кому из выступивших ребят повезет, станет известно буквально через несколько дней. Ну а мы с вами увидим сериал уже в новом году. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Артур Каланди, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, 22 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность ночью и утром. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 18-23. Температура морской воды плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.